Саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Совет для тех, кто хочет совершить курбан и хочет, чтобы его курбан был принят Всевышним Аллаха Тааля. Первый совет. Не забывайте, что вы делаете этот курбан, приносите жертвоприношение ради довольства Всевышнего Аллаха Тааля. Да, большое количество мяса, да, большой тучный, там, беленький, черненький, с рогами, без рогов, это все хорошо. Но не забывайте, в первую очередь вы это делаете ради довольства Всевышнего Аллаха Тааля. Это основа основ. Второе условие– это курбан, он должен быть ценен для вас. Аллах Тааля в Коране говорит: «Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим, лан таналул бирра хатта тунфику ма тухиббун». Ваши добрые благие деяния не будут приняты Всевышним, пока вы не будете жертвовать то, что для вас ценно, то, что для вас являет великую ценность. Поэтому, дорогие друзья, когда вы закалываете курбан, не забывайте об этом. Пусть этот курбан будет ценен, пусть этот курбан будет достойный милости Всевышнего Аллаха Тааля. И третье условие, о котором забывают очень многие. Чтобы ваш курбан был принят, вы не должны забывать о том, что ваше благое деяние начинается с выхода вашего из дома. Пока вы идете, направляетесь в мечеть или совершить курбан, это время уже начинается ваше поклонение. Это время должно быть заполнено молитвами. Пока вы стоите в очереди, пока вы выбираете своего барашка, вы не притесняете других, не обходите их в очереди, не толкайтесь, не ругайтесь. Если вы будете ругаться, толкаться, притеснять других, то просто напрочь можете растерять все блага вашего курбана. Вы можете полностью растерять. И вместо того, чтобы сделать благое дело, вы, наоборот, соберете огромное количество грехов. Очень часто можно увидеть, когда люди увидели там большого, вот этого нужно, и давай быстрее, без очереди, нужно быстрее забрать, сделать. И забывает главное, что перед Всевышним очень важно смирение сердца. Все мы внешне равны перед Всевышним, но отличаемся чистотой сердца. В этот момент нужно не забывать о том, чтобы наше сердце было чистым, искренним, и что мы находимся в поклонении Всевышнего Аллаха Тааля. Всевышнему Аллаху Тааля мы этими деяниями должны приблизиться. А иногда, наоборот, к сожалению, некоторые люди отдаляются. Не забудьте про эти три условия, и пусть Аллах Тааля примет ваши поклонения, пусть Аллах Тааля даст возможность почувствовать этим курбаном приближение ко Всевышнему Аллаху Тааля, почувствовать Его милость и радость, счастье в обоих мирах. Саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.